В Мирном прошло сентябрьское совещание работников образования. В рамках мероприятия провели мастер-классы, тренинги и дебаты на актуальные темы для молодых педагогов. А на территории средней школы номер 7 состоялось торжественное открытие Координационно-методического центра по вопросам обучения детей правилам дорожного движения. С подробностями совещания Венера Багаева. В рамках пленарного заседания, темой которого была стратегия развития образования, педагоги обсудили приоритетные направления на предстоящий учебный год. Среди них совершенствование нормативно-правовой базы, модернизация образовательных программ, повышение уровня профессиональной подготовки педагогического состава. Были и другие вопросы. Что касается предыдущего учебного года, здесь Мирнинский район по-прежнему остается флагманом образовательной сферы республики. Я созванивался специально с Ришатом Нургалиевичем Измухаметовым, может быть, какие-то пожелания. Он для работников образования, для руководителей, он сказал единственное: поблагодарить вас всех за отличные результаты, за отлично сделанную работу, потому что Мирнинское управление образования и образование в целом, каждая школа остается лучшими в республике Саха-Якутия. Перед слушателями с докладом выступила начальник управления образования Татьяна Пирогова. Она затронула тему единого госэкзамена, детского дошкольного образования и материально-технической базы школ. Так, Мирнинский район в этом году показал лучшие в республике результаты по ЕГЭ. В рейтинг учреждений, успешно сдавших экзамен, входят школы 19-я, 23-я и второй год подряд возглавляет список школа номер 12. Растет и общее количество школьников, получивших максимальные 100 баллов. Суммарный показатель ЕГЭ по двум обязательным предметам по району составил в этом году 114,8 балла, в 2014 году это было 110,7, то есть результаты мы улучшили. В 2015 году из бюджетов разных уровней были выделены средства на приобретение учебников, пособий и различных технических средств. В течение года образовательные учреждения будут дооснащены современной мебелью и оборудованием. Актуальными остаются вопросы подготовки молодых специалистов. Также будет продолжаться аттестация работников образования. Кстати, лучшие из них на совещании были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами.